2 миллиарда 400 миллионов рублей оценивается общий долг по алиментам в Башкортостане. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Поговорим подробнее вместе с руководителем ведомства, главным судебным приставом Башкортостана Ильнуром Махмутовым. Ильнур Анварович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, по данным вашего ведомства, 65% алименщиков выплачивают добровольно все долги, да? Остальные уклоняются от уплаты. Вот как вы оцениваете в целом ситуацию? Конечно, такая сумма, огромная сумма, 2,4 миллиарда рублей, она имеет тенденцию к снижению. Каждый год мы буквально где-то порядка 100 миллионов рублей успеваем как бы и взыскивать, и снижать сумму задолженности. Но при этом, вы правильно сказали, 65% всех наших должников, они умудряются, находят способы. Это добросовестные плательщики, которые добросовестно исполняют свои обязанности. То есть алименты выплачиваются вовремя в полном объеме. Но при этом есть категории должников, которые мы оценим где-то в пределах 5-8%, которые действительно при наличии даже доходов, имущества, возможности платить алименты от этих обязанностей уклоняются. Вот как раз таки по этой категории мы применяем весь допустимый законом перечень мероприятий, в том числе административно-уголовного характера. Но есть еще среди этих категорий наших должников сложные категории, это 15, где-то 20% по нашим оценкам. Это как раз таки по этой категории наибольшее количество по сумме задолженности, так как эти люди не имеют официального источника доходов. А как вы знаете, по закону задолженность по алиментам считается, исходя из средней заработной платы по Российской Федерации. Не работая в течение определенного периода времени, эти люди накапливают огромные суммы задолженности. Ильнур Анварович, какие способы урегулирования ситуации существуют? И вот такая возможность, как социальный контракт, как она работает? Вот по вышеназванной категории должников, которые занимают 5,8%, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов, мы, конечно же, применяем весь комплекс мер. Вот к прошлому году, если вернуться к прошлому году цифрам, в отношении указанных граждан было возможно порядка 3000 административных дел и порядка 1200 это уголовные дела за то, что они два месяца подряд не выплачивали алименты после того, как привлекались к ответственности административной. Ну и, конечно, весь комплекс мер, который связан с арестом имущества, с ограничением прав управления транспортом, ограничением прав выезда за пределы Российской Федерации. И надо сказать, что эти меры определенный эффект дают, так как, к примеру, за прошлый год мы взыскали порядка 337 миллионов рублей. Даже несмотря на то, что был период пандемии, эта сумма значительно не сократилась в сравнении с 2019 годом. А что касается третьей категории должников, которая, иногда можно сказать, что объективно не может оплатить алименты, они находятся в довольно-таки сложной жизненной ситуации. В этих условиях есть необходимость оказать им определенное содействие. То есть не просто там выплачивать какие-то пособия, оказывать материальную поддержку. Нет, речь идет о том, что их необходимо ресоциализировать. Большинство из них страдают определенными болезнями. Это алкоголизм, это судимость, естественно, по той же статье, 157 статье. И без помощи государства, без определенной такой мотивирующей составляющей, поставить их на ноги и заставить платить алименты довольно-таки безнадежная затея. Поэтому, конечно же, мы в этом году совместно с нашим Министерством семьи и труда начали новый проект, который на основе социального контракта. Люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, им выделяются определенные небольшие, кстати, деньги, которые позволят им пройти курс реабилитации, то есть излечиться каких-то болезней зависимости. После этого мы, если требуется, проводим с ними работу по переквалификации, переобучению и, конечно, трудоустраиваем. И незначительными такими вложениями страны государства мы таким способом достигаем основной цели, то есть человек самостоятельно начинает платить алименты и содержать свою собственную семью. Если говорить в целом о том, каким был 2020 год, как вы можете оценить эту ситуацию, да, как сильно повлиял коронавирус, ну и ведомство Управления Федеральной службы судебных приставов, какой вклад в экономику республики внесло? Понятно, что в этот период действовали ограничения не только банальные по приему граждан, по общению с гражданами, но и в том числе определенные ограничения, связанные с возможностью взыскания тех или иных сумм задолженности. Мы наблюдали, что благодаря поддержке государства, понятно, что меньше поступает документов по взысканию налогов. К примеру, по 47-й налоговому кодексу Российской Федерации, это налоги в отношении юрлиц, нам поступило порядка на 40% меньше новых исполнительных документов. Но при этом, благодаря тому, что мы по остальным категориям наших должников, которые не попадали в эту категорию, естественно, там, применяя весь допустимый законом перечень мероприятий, пополнили бюджет Российской Федерации на сумму 3,8 миллиардов рублей. Это значительная сумма, она не сильно отличается от тех цифр, которые мы имели в 2019 году. Ну и, конечно же, мы должны были в этот период обеспечить безопасное общение с населением. Понятно, что действуют ограничения в выходе по адресам. Мы не имеем права пока что до 1 июля этого даже года
проводить проверки по месту проживания наших граждан-должников, но при этом значит, мы должны были обеспечить в том числе возможность общения с населением. Конечно, это развитие наших электронных сервисов, возможность удаленным способом решить возникшие вопросы. В том числе, вот мы как этот вопрос решали, мы создали колл-центр, телефон 272 16 46, по которому мы решаем оперативно почти 60% всех поступающих звонков, а их поступает довольно-таки много. И, конечно же, дальнейшее развитие наших электронных сервисов, уже привязанных к единому порталу государственных услуг. Но без цифровизации сегодня никуда. Да, это уже данности, это факт. Вы сказали, что 3,8 миллиарда это в масштабах страны, а вот это в республике? Страны. В республику мы, как правило, пополняем бюджет республики порядка 1 миллиарда рублей. Этот прошлый год не был исключением. Угу. Если говорить про реализацию арестованного имущества, какие результаты здесь, да, и в динамике, опять-таки, тоже в связке с коронавирусом? В этот период, да, нам, конечно же, пришлось немножко переформатировать режим работы, так как в соответствии с законом мы можем работать с имуществом, которое относится к транспорту, недвижимым имуществом. И благодаря вот активной работе именно по аресту нам удалось арестовать и передать на реализацию имущество порядка 5,3 миллиардов рублей. И при этом, в отличие от 2019 года, нам удалось путем реализации вернуть задолженности порядка 1,6 миллиардов рублей. Это на 78% больше, чем это было годом ранее. Основная причина в том, что, конечно же, мы активно передавали имущественную реализацию. Вторая основная причина, которая решает практически, наверное, все накопившиеся вопросы, это переход Росимущества Республики Башкортостан на электронные торги. То есть все имущество, которое относится к недвижимости, оно реализуется через электронные площадки самостоятельно Росимуществом. А движимое имущество стоимостью свыше 500 тысяч рублей мы с сентября месяца прошлого года также передаем на реализацию на электронных площадках. Это позволяет расширить круг потенциальных покупателей, убирает какие-то препоны, которые иногда создавались на этом участке. И благодаря этому, естественно, стоимость арестованного имущества, которое проходит реализацию, многократно повышается. Вообще структура должников в пандемию, она изменилась? Да, действительно, количество, например, таких документов, как коммунальные платежи, те же самые штрафы, взыскание тех же самых налогов, их количество значительно сократилось в связи с тем, что государством были приняты соответствующие меры по поддержке населения в этот сложный период времени. Ну и если говорить про 2021 год, то какие основные задачи? Задача, как и раньше, у нас стоит одна, это, естественно, исполнение решений судов путем исполнения требований закона. И вторая задача, которую в этот период мы себе ставим, естественно, это выходит из наших задач, это обеспечение безопасности наших судов и наших судебных процессов. Дальнейшее развитие сервисов, которые позволят нашему населению удобно, комфортно и без каких-либо проблем и угроз к своему здоровью решать возникающие проблемы. Ну и, кстати говоря, вот в коронавирусное время было принято несколько смягчающих законов по взысканию долгов, да? Планируются ли какие-то или рассматриваются инициативы, которые тоже сделают комфортнее эту ситуацию? Первое, как это возможно, комфортнее? Меры поддержки, которые были приняты государством, они уже значительные. Вот я уже говорил, что 41% это меньше поступает новых документов для принудительного исполнения и взыскания налогов. И мы видели, что в период пандемии, естественно, не поступали документы о взыскании задолженности по коммунальным услугам. И, конечно же, поддержка в виде кредитных каникул. И вот эти принятые меры, соответственно, позволили в какой-то степени поддержать. Значит, мы это наблюдаем на своих примерах, на примерах исполнительных производств. И, по моему мнению, значит, вот эти меры, они приняты довольно эффективно и вполне достаточно. Ильнур Анварович, и коротко, если по ситуации по зарплатам, по долгам по зарплатам. Да, в этот период не было какого-то серьезного всплеска задолженности по заработной плате, но при этом нам, конечно же, приходилось довольно активно и жестко принимать меры в отношении плательщиков заработной платы. Порядка 4 уголовных дел возбудили по статье 315 УГ РФ, это неисполнение решения суда как раз таки по выплате заработной платы. И при этом принятым мерам удалось взыскать порядка 170 миллионов рублей просроченной задолженности по заработной плате. Но работа, конечно же, продолжаться будет и далее. Ильнур Анварович, в прошлом году Управление Федеральной службы судебных приставов оштрафовало коллекторские организации на 2,5 миллиона рублей. Как вы оцениваете взаимодействие с коллекторами, да, и вот как видите свою работу в этом направлении? Основной из мер поддержки населения в этот период как раз-таки был закон 215, федеральный закон, которым также предусмотрены определенные, скажем так, послабления по работе с должниками, гражданами со стороны коллекторских организаций. В этот период им было запрещено взаимодействовать с нашим населением, и вот это правило они по сути выдержали. Но при этом, естественно, понятно, что они тоже работали на удаленно таких режимах работы, и большинство всех жалоб, обращений связано было с излишними звонками по телефону. Но при этом понятно, что мы на эти факты всегда реагировали
реагировали и будем реагировать довольно-таки жестко, оперативно. 530 таких обращений поступило, по ним возбуждено порядка 84 административных дел. И, к счастью, в этот период мы не фиксировали фактов, когда, скажем, эти коллекторские организации грубо нарушали покой наших граждан. Да, были звонки, но на эти факты мы давали всегда жесткую оценку, и меры реагирования приняты были оперативно. И последний вопрос. Как попасть к судебному приставу на прием? Как получить консультацию? Вот телезрителям, пожалуйста. Самое главное, что необходимо, наверное, избавиться от этого стереотипа, что личный прием в наше подразделение решает очень быстро какие-то вопросы. На самом деле быстро, эффективно, комфортно и, самое главное, безопасно решается вопрос путем подачи любых обращений, жалоб через единый портал госуслуг. И при этом сейчас уже есть возможность получать и процессуальные документы через этот сервис. Это удобно, это быстро, потому как любое обращение рассматривается, как правило, по закону в 30-дневный срок, а обращение, поступившее через единый портал госуслуг, это 15 суток максимум. И при этом, если есть какие-то оперативные вопросы, еще раз называю номер нашего колл-центра 272 16 46, где вам помогут по всем возникающим вопросам. Код города в Уфе 347, добавим. Спасибо большое, Ильнур Анварович, что так подробно рассказали. И до новых встреч. Спасибо с вами вам. в нашем эфире. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был главный судебный пристав Республики Башкортостан Ильнур Махмутов. И мы говорили о ситуации с долгами и о том, какие новые проекты существуют для того, чтобы урегулировать ситуацию с долгами по алиментам. Не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.